тематика Булгар, она очень актуальна, но в первую очередь нужно не забывать, что вот ту историческую хронику, которую нам Кирилл Александрович рассказал, она всячески нам дает четко понять, что Волжская Булгария — это действительно должна быть та заповедная земля, двухконфессиональная, где действительно должны полноценно развиваться две конфессии. И вы знаете, в принципе, сам по себе парадокс, вот мы уже 4-й год занимаемся этой тематикой, и сейчас вот именно приступили уже активно к действиям. Непосредственно, в принципе, наш институт-то он и был инициатором для того, чтобы рассмотреть Волжскую Булгарию именно как центр, духовный центр евразийской интеграции. И вот мы, когда с Кириллом Александровичем весной этого года начали на эту тему сотрудничать, общаться, и поняли о том, что здесь нужно объединять серьезные усилия, так как проблем в Булгарах очень много. Нужно начать с того, что, например, те археологические раскопки, которые велись там и которые положили основу музея под открытым небом, событий принятия ислама в Волжской Булгарии, они не были до конца завершены, эти раскопки. То есть о чем говорит? О том, что есть некие силы, которые действительно не заинтересованы провести полномасштабные археологические работы для того, чтобы показать весь исторический срез развития Волжской Булгарии. Именно взят тот период, который относится как раз-таки к эпохе принятия ислама в Волжской Булгарии, и на этом работы завершены, они законсервированы. Второе. Не нужно забывать о том, что сам по себе вот этот вот проект, он, конечно, очень хороший, вот как Кирилл Александрович его назвал, Северная Мекка, но это ни для кого не секрет, есть приверженцы этого термина. Но я вам скажу одно, есть серьезный показатель, например, того, как открывалась Исламская академия. То есть при открытии Исламской академии, кроме элиты Республики Татарстан и очень опосредованных представителей, там, по-моему, консульства Турции были, ну еще несколько там представителей, в финале всего действительно серьезных исламских богословов, представителей, так скажем, высшего звена руководителей государств, где находятся исламские святыни, их не было. Это о чем говорит? Никто никогда не позволит, а мы с вами знаем, что в исламе тоже довольно-таки иерархически выстроенная структура ценностей. Никто, конечно, никогда не позволит Татарстану присвоить тот же термин, как называют Северная Мекка, потому что Мекка одна, и, естественно, здесь, ну, поймите правильно, это, в принципе, будет просто-напросто повод для ухудшения взаимоотношений у Татарстана с тем же исламским миром, так как они нарушают исторические и канонически в исламе заложенные ценности. Поэтому я считаю, вот мое личное мнение, и мы много общались на эту тему, нет ничего лучше, чтобы в Булгарах действительно сделать вот этот духовный евразийский центр. Во-первых, Татарстан, я сам выходец из Татарстана, родился там, 35 лет прожил, и могу сказать одно, что Татарстан довольно-таки прагматичен, и реально он
100 раз взвешивать, прежде чем начать любой проект серьезный. И ни для кого не секрет, это просто не афишируется, но, например, была та же проблема элементарно набрать первую группу студентов той же Булгарской исламской академии. Почему? Ну, потому что мы прекрасно понимаем, что есть те духовные центры в Каире, те, которые находятся в Саудовской Аравии, которые в Турции находятся, которые действительно исторически являются фундаментом исламской науки и которые действительно непоколебимы, и создавать им какую-то альтернативу, но это по принципу «зачем выдумывать колесо?». Поэтому в данный момент я считаю, чтобы вот если рассмотреть вопрос создания в Булгарах вот этого евразийского духовного центра, там, где будет, ну вот Кирилл Александрович довольно-таки красивое название, там лавру булгарскую основать в честь Авраамия Булгарского. У мусульман прекрасная белая мечеть построена, прекрасно построенная академия, корпуса там, где могут жить студенты. Сейчас там построен 5-звездочный отель. Естественно, там можно сделать уникальный туристический кластер. Но при этом он будет нести не только доходную часть, как туристический кластер, он еще в данный момент будет действительно служить духовным центром евразийства. И вы посмотрите, вот, например, взять ЕАЭС. У нас на сегодняшний момент 5 членов ЕАЭС. Это Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что два государства, там, где традиционно это православная религия, два государства, там, где традиционно это мусульманская религия и армянская церковь. То есть, почему бы в Булгарах не создать вот этот духовный центр для того, чтобы все серьезные мероприятия, связанные с просвещением, с историей, с археологией, там, со всем чем угодно, то, что касается гуманитарных наук, то, что касается религии, именно в Булгарах не зародить вот этот вот духовный центр. Все для этого есть. Опять, вот если взять историю, я насколько помню, может Кирилл Александрович меня поправит, но когда был четвертован Авраамий Булгарский своими соплеменниками, его тело забрали армяне. И как раз они его похоронили первоначально на своем армянском кладбище. То есть вы понимаете, все события исторические дают полностью повод и обоснование действительно сделать это полноценным духовным центром, который, опять-таки, в данный момент, вот я знаю, у Татарстана, например, 1,5 года тому назад была головная боль. На что содержать академию? На что ее содержать? Я еще раз говорю, республика очень прагматичная, они хорошо деньги считают. А надеяться на то, что, как опять-таки ни для кого не секрет, туда полунасильно свозят из деревень республики представителей титульной нации, но это неправильно. Ну свозили, ну показали, но действительно интересно. Ну что, по кругу будем возить жителей республики туда и таким образом пополнять бюджет? Теперь следующее, не нужно забывать, Болгар это маленький городишко, 6-7 тысяч жителей. Посмотрите статистику, 83% русские, то бишь православные, 13% татары, то бишь мусульмане, и 3% чуваши. То есть
опять перекос получается. Вроде бы как построили духовно-исламский центр, там, где живут на 83% православные. Видите, здесь нужно здраво к этому подходить. И я еще раз говорю, у Татарстана возникает уникальная возможность исторически вот эту территорию булгар на долгие десятилетия, может столетия, закрепить вот в этом духовном евразийстве. И потом ведь ни для кого не секрет, республика довольно-таки активно отстаивает свою идентичность. Республика довольно-таки серьезно имеет международные контакты с исламским миром. Что мешает? Именно объединив усилия и создать в Булгарах действительно мощнейший евразийский центр духовности. Православие. Зачем духовность? И православие, и ислама. Я здесь все имею в виду. Вполне возможно, потом там и армянский храм какой-то появится, и это логично будет. И тогда исторически все будет справедливо. Вот об этом, я думаю, руководству республики нужно очень серьезно подумать, потому что, опять-таки, республика должна четко понимать, вот мы приезжаем в центр Казани, мы смотрим на великолепие Казани, мы смотрим на великолепие и сочетание минаретов и куполов православных храмов. Мы прекрасно с вами видим, как органично вписалась в мечеть Кул-Шариф, и при этом сейчас прекрасны купола строящегося собора Казанской иконы Божьей Матери, который был в свое время снесен большевиками. Но что мешает то же самое сделать в Булгарах? Но только если действительно Казань рассматривать это как полноценную столицу Татарстана, где две основные конфессии, хотя там есть и католический костел, это было одно из условий, которое выдвинул Ватикан для передачи иконы Казанской Божьей Матери. Я был непосредственно участником этих событий и непосредственно в пору, когда работал в Казани чиновником, принимал участие в строительстве, контролировал строительство этого костела. Мы шли на такие жертвы для того, чтобы вернуть святыню в Россию. Мы шли на те жертвы, что мы готовы были. Я помню, какие были тяжелые переговоры и согласования с патриархом Алексеем, потому что вы прекрасно понимаете, что Русская Православная Церковь всячески пытается противодействовать продвижению католицизма на территории России. Но мы пошли на эти жертвы, и он не где-то на задворках Казани стоит. А приехали наместники папы, и они выбрали довольно-таки лакомый кусочек и в центре Казани. Но для того, чтобы вернуть свою святыню, и чтобы она обрела последнее свое пристанище там, где она была обретена, на эти условия пошли. Но почему же в Булгарах мы сейчас настолько однобоко пытаемся преподнести развитие, историческое развитие булгар, не рассматривая вторую сторону? Мы с вами прекрасно знаем, у медали две стороны. Так пусть она будет полноценной, чтобы не было никаких перекосов. Вот если это будет, я считаю, республика действительно покажет свою мудрость, республика действительно покажет свою толерантность, о которой они так часто любят говорить. И это действительно даст уникальную возможность
Татарстану получить уникальное место, о котором будут знать во всем мире. Вот именно с этой точки зрения, в таком разрезе я вижу развитие болгар.